Ер татулығы, ел татулығы демекші, Қазақстан Республикасы әлемде татулығы мен ұлтаралық бірлігі жарасқан ел ретінде танылған. Қазақстанның кең байтақ Дархан жерінде 100-ден астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Еліміздің түрлі ұлт өкілдерінің татулық діңгегі ажыраған емес. Біз осындай кең байтақ жеріміздің көгінде тек қана бейбіт құсы қалықтап ұшып, мемлекетіміз одан әрі көркейе беруін қолдаймыз. Себебі бейбітшілік бар жерде бақыт орнап, тыныштық болады. Одан әрі қарайда бейбітшілік пен татулықты сақтап, ынтымақтастықты ұстап тұрсақ, ата-бабаларымыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қол жеткізген тәуелсіздігіміз де мәңгі болмақ. Первого марта 2016 года в Казахстане появился новый праздник – День благодарности. Символом данного праздника является одно из самых важных человеческих чувств – выражение благодарности за помощь, поддержку, умение пожертвовать самым дорогим для спасения ближнего. Как и почему этот день празднуется в нашей стране? День благодарности в Казахстане начали отмечать 8 лет назад. Тогда указом президента страны эта дата была закреплена в перечне праздников Республики Казахстан. В качестве даты празднования намеренно было выбрано 1 марта, день создания Ассамблеи народа Казахстана, структуры, сыгравшей тяжелые моменты современной истории Казахстана важную объединяющую роль. Толчком к созданию праздника послужила история формирования современного Казахстана. В различные исторические периоды казахский народ принимал у себя сотни тысяч переселенцев. Кто-то из них приезжал добровольно поднимать целину и строить города, а кто-то, напротив, был депортирован. Так, только в начале 20 века в Казахстан прибыло 1 миллион человек из России, Украины и Белоруссии. В 1930-е годы в ходе коллективизации сюда было сослано 250 тысяч раскулаченных крестьян и еще порядка 1 миллиона человек со всех уголков СССР переселено на строительство промышленных объектов. По традициям Великой Степи казахи принимали всех, делясь с ними всем, что имели. В результате нескольких миграционных волн на территории Казахстана возникла уникальная конгломерация из 130 этносов, исповедующих 17 религиозных учений. То, как все эти люди смогли устроиться и выжить, огромная заслуга всего народа Казахстана. Это дань уважения и благодарности всех этносов друг другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Когда многострадальный мой народ был оклеветан, изгнан и унижен, ты, несмотря на груз своих забот, нас обогрел и стал нам брата ближе. С распахнутой для всех, как степь, душой и с помыслами чистыми, как небо, делился с нами ты, мой брат степной, и кровом, и одеждою, и хлебом. Ты нам помог преодолеть невзгоды, да не иссякнет щедрости родник. Благодаря казахскому народу мы сберегли культуру и язык. С новым праздником появились и новые символы. Ассамблее народа Казахстана предложены 3 символа – кумыс, курт и подснежник. Кумыс как воплощение древних традиций и тысячелетнего жизненного уклада казахского народа, напиток храбрых и отважных воинов Великой Степи. Подснежник символизирует собой стойкость, выносливость и надежду. А вот на выбор курта повлияли трагичные моменты из современной истории и кинематографа. В ассамблее обратили внимание на кадры фильма, где казахские мальчишки бросают в изнеможденных людей, находящихся под охраной, какие-то камешки. Это и был курт,
позволявший страдальцам хоть как-то справляться с чувством голода. С поздравлениями в адрес казахстанского народа выступил и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Этот праздник олицетворяет непроходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании. День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание, сказал Токаев. По его словам, в нынешних условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в Казахстане взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. Президент выразил уверенность в том, что, укрепляя общенациональное единство, можно преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан. В честной борьбе за рекорды сожму всю волю в кулак, чтоб возвышался гордо наш казахстанский флаг. За слезы радостной мамы, за рукопожатие отца, друзья и болельщики с вами. Я буду идти до конца. Истоки вдохновения в любви к родителям, избраннице, ребенку, к друзьям, рассветным птицам звонким, дворам, уже разбуженным людьми. Истоки вдохновения в любви, к знакомой с детства улице, прохожим, к своей стране, настолько не похожей ни на одну из стран, где не живи. Поединок труден, трудности мне не страшны. Спасибо, что верите, люди, люди моей страны. Как отмечают в нашей стране День благодарности? В Алматы на различных площадках пройдут спектакли, лекции, круглые столы, концерты. Помимо этого, государство ищет новые формы общения с молодежью. О важном с ними будут говорить с помощью квестов и исторических форумов.
В Алматы, как и многих других городах страны, в День благодарности волонтеры проведут массовые благотворительные акции. Благотворительность – одна из важных составляющих, и ко Дню благодарности многие общественные организации приурочивают свои мероприятия. К примеру, Ассамблея народа Казахстана ежегодно проводит караван милосердия, оказывая помощь ветеранам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На состязаниях за престиж страны есть то, что вдохновляет на победу. Как побеждали и отцы, и деды под мирным небом и в огне войны. За результаты славных достижений, за то, что я могу идти вперед, за мудрость наших старших поколений. Благодарю тебя, родной народ! Наука и образование тоже не отстают. Целевая аудитория для государства – молодежь. Помни и гордись своей историей. Это один из основных посылов праздника. А одна из целей данного дня – воспитание у подрастающего поколения чувства толерантности, дружелюбия и уважения друг друга, укрепление межэтнического согласия и межнациональных уз в Казахстане. Помимо того, что эти смыслы присутствуют сейчас в образовательных программах школ, казахстанский феномен изучают в высших учебных заведениях. В книжном фонде Центральной городской библиотеки имени Николая Островского имеются книги, посвященные дружбе народов, миру и согласию Ассамблеи народа Казахстана. Отметим некоторые из них. Книга «Ассамблея народа Казахстана и истории страны» посвящена 20-летию создания Ассамблеи народа Казахстана и Конституции страны. Описана история Ассамблеи сквозь призму истории людей, страны, всего народа Казахстана. Издание подготовлено на основе интервью государственных и политических деятелей, дипломатов, деятелей культуры, членов Ассамблеи народа Казахстана, спортсменов. На основе их рассказов раскрыты основополагающие принципы казахстанской политики, межэтнической толерантности и общественного согласия, которые привели Казахстан к успеху. Книга Вишниченко Валерия Григорьевича «Кустанайская областная ассамблея народов Казахстана. История создания и становления» раскрывает страницы истории, период деятельности Кустанайской областной ассамблеи народа Казахстана и областных национально-культурных центров. Настоящее издание позволяет читателям полнее представить роль областной ассамблеи народа Казахстана в реализации государственной национальной политики в области межэтнических отношений. Сборник «20 лет Ассамблеи народа Казахстана. Одна страна, одна судьба» создан на основе публикации газеты «Казахстанская правда», а также материалов сайта Ассамблеи народа Казахстана. Его основная тематика посвящена вопросам, касающимся мира и согласия, толерантности, языковой политики в казахстанском обществе. На страницах книги нашли отражение важнейшие события, связанные с проведением года Ассамблеи народа Казахстана, в том числе акции «Менин Казахстаным» и эстафета «Ассамблея народа Казахстана. 20 добрых дел». И все же главной составляющей в День благодарности в Казахстане остается то, что благодарить можно всех. Врачей за спасенную жизнь и исцеление, родителей за подаренную жизнь, учителей за науку, коллег за понимание и общее дело. А еще можно придумать свои традиции.